Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас в студии Гимадеева Зульфия Назыфовна, преподаватель философии. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. И поговорим мы сегодня о такой теме, как роль татарского народа в истории и современности России. Ведь не секрет, и это фактически так, что татары являются вторым государствообразующим народом. Да, я абсолютно с вами согласна, Дмитрий. После русских татары действительно являются вторым государствообразующим народом нашей страны. Так было всегда на протяжении всех сотен лет нашей общей истории. Вот такой вопрос. Я знаю, что татары, не все татары исповедуют ислам. Есть и православные. Вот вы в крещении София. Совершенно верно. И, наверное, тот факт, что есть православные татары, крещены, есть татары-мусульмане, есть русские, исповедующие православие, это фактор единения двухконфессиональности татарского народа. Ведь, наверное, так? Ну, тут несколько, знаете, я бы уточнила. Дело в том, что крещены, собственно говоря, восходят, видимо, еще как я подозреваю, я не специалист в этой области, но я подозреваю, что они восходят к временам до Ивана Грозного еще, как я думаю. А вот что касается наших современников, то очень многие крестились в бурные 90-е годы. В общем, у меня достаточно много знакомых соотечественников, которые пришли к Христу именно в 90-е годы. Но мы ведь приближаемся сейчас к знаменательной дате, в кавычках знаменательной. Это столетие со дня Октябрьской революции или Октябрьского переворота. Верно, да, мы стоим на пороге столетия начала совершенно, с моей точки зрения, чудовищного социального эксперимента над многомиллионным народом огромной страны. И вот советский котел плавильный переплавил все народы, живущие на территории России, и попытки создания единой квазирелигиозной философии, коммунизм. Они всегда обречены на провал. Да, они обречены на провал. И сейчас многие наши сограждане, вне зависимости от их национальной принадлежности, утратили свою религиозную идентичность. Совершенно верно. Наверное, многие татары сейчас не ставят перед собой вопрос, да, кто они по вероисповеданию, мусульмане или православные. Они были когда-то Я думаю, что атеистами. это вопрос самоидентификации в основном. Да, не веры, а да, самоидентификации. Я так думаю, насколько я об этом И знаю. вот они делают выбор, они стоят на перепутье, на пороге этого выбора и исходят, наверное, из каких-то глубинных презумпций. Вы знаете, я думаю, что очень многие ищут себя, ищут истинного Бога, проходя через различные испытания и терзания. Но вот что касается меня и моей семьи, я полагаю, что наш приход в православие был каким-то очень органичным и таким, скажем, легким для нас. Мы не искали, мы не терзались, мы не как-то проигрывали различные ситуации. Мы просто в какой-то момент поняли, что иначе, вот, не пройдя через крещение, дальше жить нельзя. Сейчас времена другие. Мы уже живем лет 20, наверное, да, скоро, в новых реалиях, когда убеждения человека не мешают ему устраиваться на работу, занимать те или иные должности. Я знаю, что в свое время, когда вы закончили свое образование, да, у меня вы был такой устроиться несколько сложный момент. Да, в 1988 году я закончила университет и в качестве преподавателя философии хотела устроиться работать в вуз, но, в общем, поняла, что руководители кафедр философских и ректоры, и проректоры просто разводили руками со словами, что да, конечно, нам нужны специалисты, мы бы с удовольствием вас взяли, но вы же не член партии, вы же не коммунист, поэтому мы как-то вот не можем взять вас на эту работу, потому что идеологический фронт, вы же сами понимаете. Вот, поэтому я с этим столкнулась в 1988 году, ну, видимо, вот мне надо было это услышать. Хотя, честно вам признаюсь,
женщины нашего рода в партию не вступали. Как-то вот, ну, мужчинам приходилось хотя бы просто потому, что, ну, иначе было бы сложно. Дело в том, что я являюсь представителем очень такой интересной династии. Дело в том, что 4 поколения моей семьи, начиная с моего дедушки, который начал преподавать еще в 20-е годы, являются преподавателями. То есть совокупный научно-педагогический стаж 4 поколений моей семьи составляет на сегодняшний день 220 лет. Поэтому, ну и, кстати сказать, эта династия наша никогда не прерывалась. То есть все, из поколения в поколение, все преподавали. Все получали высшее образование, преподавали. Хотя надо сказать, что изначально это было достаточно сложно. Я хочу сейчас напомнить зрителям об одном законе, который вышел в Советской России, большевистской России в 18 году, так называемое лишение гражданских прав. Когда огромное количество людей, миллионы людей просто были лишены прав избирать и быть избранными, они были лишены прав жить в Москве, Ленинграде и других ключевых городах нашей страны, они были лишены прав занимать определенные должности. И самым, наверное, страшным для их и их потомков было то, что они были лишены возможности получать высшее образование и даже среднее специальное образование. То есть предполагалось, что дети и внуки, ну, в частности, священнослужителей, а один из моих прадедов был муллой, и, соответственно, мой дед не имел права получить высшее образование, как не мечталось ему об этом с детства. Но, тем не менее, все эти препоны с трудом были преодолены, и вот с 20-х годов мы династия преподавателей. Поэтому, наверное, вот таким образом, проходя через испытания определенного рода, человек проявляет свои волевые качества и желание дать будущее себе и своим детям. Потому что это стало будущим, вот те проблемы, те испытания, через которые проходил мой дедушка в надежде получить все-таки это высшее образование, они стали, ну, скажем так, какой-то путеводной звездой для нас всех. Потому что моя мама проработала около 60 лет преподавателем высшей математики в ВУЗе. Мой папа проработал тоже очень много лет преподавателем истории. Мой муж проработал преподавателем и в ВУЗе, и в школе. И я работаю, и наш сын сейчас работает, преподает латынь. Закончил Московский университет, это тоже династия уже. И преподают сейчас латынь. Но я думаю, что это все произошло все-таки благодаря вот... Ведь только в 1936 году так называемая Сталинская конституция упразднила этот закон. А с 1918 по 1935 год дети бывших купцов, священнослужителей и многих-многих других групп населения, это миллионы людей, миллионы людей были лишены вот такого права, как иметь возможность управлять своей судьбой. Ну вот в наше время, насколько можно судить о том, что современное наше общество стремится к изменению вот той ситуации, да, негативной, которая в Советском Союзе сложилась, особенно на заре его существования, после периода диктатуры пролетариата и классовой борьбы. Вы знаете, я думаю, что мы еще далеки от того момента, когда мы переживем эту чудовищную ситуацию, вот эти последние 100 лет, и найдем ответы на многие вопросы. Я думаю, что мы настолько оторваны и от традиций, и от умения вообще что-то правильно делать в своей жизни, от умения воспитывать детей, от умения учить их тому, чему надо, от умения, скажем, молиться, от умения вообще жить вот по Евангелию, жить по тем законам, которые были предписаны еще очень давно. Мы порвали все традиции, мы порвали
мы отучились делать все правильно. И я думаю, что последние 20-25 лет мы еще только в темноте бредем и еще только пытаемся находить ответы на свои вопросы. До окончательных решений еще очень далеко. Все-таки 100 лет, которые мы пережили, вот последние 100 лет, это тяжелый эксперимент. Я думаю, что мы еще не скоро выйдем из этого состояния. И наше общество, к сожалению, далеко не здорово. И для того, чтобы решать эти проблемы. Мы не знаем, как надо. Мы только ищем. Мы только ищем, ошибаемся, пробуем. Но это путь, это наш путь. Вот еврейский народ, когда вышел из земли египетской, 40 лет бродили по пустыне, пока не умерли все те, кто вышел из земли египетской. Почему это произошло, наверное? Потому что народ роптал, народ не верил Богу. И сейчас наш народ тоже не верит Богу. Ни русские, ни татары, наш единый народ России, не верит Богу. И мы не имеем идеологического корня, не идеологического базиса. А наша идеология – это традиционные ценности, это вера в Бога. Вот Русь всегда называли святой. Почему она являлась святой? Потому что люди стремились к свету, стремились к образцам, с житиям святым. Они пытались уподобляться святым. Но сейчас ориентиры сбиты. И вот вы, как преподаватель, общаясь с молодежью, имея с ней дело, на ваш взгляд, вот молодежь-то, она меняется? Ведь мы большинство представителей молодежи, они не родились уже в Советском Союзе. Вы знаете, у нее ориентиры сбиты, и у их родителей очень сильно сбиты ориентиры. То есть мы можем 90-е годы тоже приписать вот к той эпохе. То есть родители современных подростков как раз возрастали в 90-е годы. Это эпоха турбулентности взглядов. Да. И это, видимо, очень сильно сказалось на них. И они, и их дети несут этот груз на себе. Вот как-то мы недавно обсуждали одну проблему с девятиклассниками. Интересные девятиклассники. Я им процитировала, чтобы навести их на какие-то мысли. Говорю, на свете счастья нет, а есть деньги. Ну, где здесь шутка? Они, конечно, немножко так, понятно, бравируют, они немножко шутят, но, к сожалению, в общем-то, вот эта идея, к сожалению, внедрилась в сознание их родителей, которые пережили этот же их подростковый период, вот их 14-15 лет, пришлись на 90-е годы, когда рушилось все, и ориентиры сбиты сильно, и у поколения, скажем так, 40-летних тяжело сбиты, и, к сожалению, у их детей. Поколение 40-летних не понимает вообще, вот как надо, как правильно, как воспитывать. Они стараются. Я вижу уже этих родителей, я вижу, как они делают все ради своих детей, но ориентиры сбиты. Поэтому нам еще работать, жить, и сколько еще поколений пройдет, трудно сказать. Это очень непросто преодолеть наследие вот этого 20 века, я считаю. Ну вот смотрите, сегодня в Казани прошла большая акция. Молодежь Казани во главе с Ириной Галиуллиной, православной активисткой, тоже православной, вот, вышли на улицы Казани с призывом запретить аборты. Потому что демографическая ситуация в России у нас страшная. Опять же, многие молодые девушки исходят из того, что нет денег, значит, рожать не надо. Сами еще не пожили для себя, а детей рожать. И у нас статистика абортов очень большая. И вот представители как и русской молодежи, так и татарской молодежи, как единый народ, имеющий единую позицию, сегодня выступили в Казани с призывами о запрете абортов. Эту инициативу поддержали представители исламского духовенства, представители властей Республики Татарстан. И вот какие-то тектонические сдвиги-то в сознании происходят, судя по всему, если посмотреть на эту акцию. Ну, вы знаете, я думаю, что Казань все-таки, наверное, к сожалению, не была никогда. Вот так у меня складывалось, что в Казани я не была. Вообще, как-то Татарстан знаю плохо на самом деле. Ну, так я как-то выросла вдали от, ну, скажем так, вдали от центра татар. Да? Поэтому мне трудно судить, но
Я думаю, что как раз в Казани, наверное, в Татарстане, наверное, это проводить, ну, скажем, наверное, проще в каком-то смысле. Все-таки традиционные ценности, я думаю, в татарских семьях все-таки блюдутся. Я так думаю. Я не знаю реальной ситуации, мне трудно судить. Но все-таки девочек, я надеюсь, воспитывают, ну, в более традиционной системе. Я надеюсь на это. Поэтому я думаю, что там как раз это пройдет. Спасибо вам за интересный рассказ. Время нашей программы уже приближается к своему концу. И что бы вы пожелали нашим зрителям? Как, на ваш взгляд, не ходить нам 40 лет все-таки по пустыне? Ну, я боюсь, что нам ходить несколько раз по 40 все-таки. Но бояться этого не надо, роптать ни в коем случае не надо. Вот, кстати, вы такой пример привели о ропоте. Я вспомнила свою бабушку, которая пережила, ну, скажем так, много потерь в своей жизни. И каждый раз ей приходилось начинать с нуля. Но я не помню ни одного момента, она меня воспитывала, она очень много сил отдала мне. Я не помню, чтобы она хоть когда-нибудь, хоть по какому-нибудь поводу, скажем так, выражала свое неудовольствие. То есть вот понятие ропота у человека, который пережил очень много сложных моментов в своей жизни, не было никогда. Но своим современникам, ну, скажем так, тем, кто еще раздумывает, тем, кто еще на пути к православию, я хотела бы пожелать, ну, скажем так, более чутко прислушиваться к себе, к движениям своего сердца и не считать какие-то встречи на своем пути случайными. Потому что очень часто люди, которых мы встречаем на своем пути, как раз и помогают нам сделать этот выбор. Спасибо вам за интересный рассказ. И до новых встреч, дорогие телезрители. Спасибо.